Детство так и закончится незаметно. В школе, раньше времени. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Сіздерге біздің даусымыз, видеоның качествосы жақсы көрініп тұр ма? Бір плюс қойып кетсеңіздер. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар.
микрофоны. Включи, спроси. Надо? Нет. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, жиналысқа қатысушылар. Бүгін біз облыстық деңгейде 5-11 сынып оқушыларының ата-аналарына жиналыс өткізіп, онлайн режимінде жиналыс өткізіп отырмыз. Бүгін 93-ші гимназияда өте көп ата-аналар жиналып отыр. Жиналысқа облысымыздың барлық аудандары мен қалалары қатысып отыр. 80 мыңнан астам адам қатысып отыр бүгінгі жиналысымызға. Жиналыстың басты мақсаты бүгінгі облыстың білім беру саласындағы жаңалықтармен таныстыру, ата-аналардың көкейінде жүрген, бүгінгі күні тәртібінде тұрған біраз сауалдарға қарапайым түсінікті тілмен жауап беруге біз бүгін дайынбыз. Сондықтан осы бүгін шақырып отқан адамдарымызбен бірге қандай да сұрақтарыңыз болады, осы қазір сөйлеп біткеннен кейін сұрақ қоюға болады. Сондықтан ұялмай сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Мына келген шақырылған қонақтардың бәрі бүгінгі сіздердің көкейіңіздегі жүрген сұрақтарға жауап береді. Бүгінгі күн тәртібінде 3 сұрақ, маңызды сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ ол синтетикалық есірткі заттарын жаңа түрлері қолдану және таратудың алдын алу. Екінші сұрақ бойынша кәмелетке терроризм актілерін және олар үшін жауапкершілік туралы жалған ақпарат тарату. Үшінші сұрақ кәмелетке толмағандар мен ата-аналардың құқығын бұзушылықтар мен қылмыстар жасаған үшін әкімшілік және қылмыстық жауаптылыққа тартылу туралы. Бұл жерде енді екі тілде бұл мәселенің бәрі қарастырылады. Сондықтан қай тілде де ыңғайлы болса, сол тілде де сұрақтарыңызды құрметті ата-аналар қоя беріңіздер. Уважаемые родители, мы сегодня проводим областное родительское собрание. В режиме Zoom сегодня подключены все районы и города нашей Карагандинской области. Более 80 тысяч родителей сегодня присутствуют на нашем собрании. Сегодня в онлайн-режиме мы рассмотрим 3 очень важных, на наш взгляд, вопроса, которые касаются именно воспитания детей. Это первый вопрос, это новые виды синтетических препаратов, применение и профилактика распространения. Я сейчас тоже остановлюсь на этом. Дальше, распространение ложной информации об актах терроризма и ответственности за них. И третий вопрос об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних и родителей за совершение правонарушений и преступлений. Уважаемые родители, хочу еще раз акцентировать внимание, что если будут сначала наши выступающие выступят, затем, если будут вопросы, они готовы ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте. Мы готовы выслушать и ответить на все ваши вопросы. Я хочу первым слово предоставить начальнику отдела по борьбе с наркопреступностью ДВД Карагандинской области, полковнику полиции Бузук Александр Владимирович. Александр Владимирович каждый раз у нас выступает и доводит до сведения. Я хочу еще раз остановиться на чем? На сегодняшний день распространение синтетических наркотиков становится уже просто прям эпидемией. Наши дети вовлекаются, не зная об ответственности. Мы каждый раз и проводим и родительские собрания, и со старшими классами проводили большие собрания, доводим до сведения. Но когда ребенок попадает в полицию, он начинает, и родители, говорить о том,
что мы не знали об ответственности, нам никто не говорил. Ну, как бы незнание закона не освобождает от ответственности, но я бы еще раз хотела акцентировать внимание на том, уважаемые родители, что со своими детьми на эту тему нужно составить разговор. Я не хочу приводить сейчас статистику, я думаю, что вы сами ее приведете, но на сегодняшний день печальные случаи у нас есть, когда несовершеннолетние были вовлечены в распространение, да, и им это даже не условно, они реальные сроки получили на сегодняшний день. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы наши дети должны учиться, наши дети должны заниматься спортом, наши дети должны... Все условия вы видели вчера, и Акимова области очень сильно беспокоит. Если, значит, у нас и очень много сейчас для этого делается, поэтому, пожалуйста, первое слово вам. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Во-первых, хотел бы выразить благодарность организаторам за то, что пригласили на сегодняшнюю встречу. Как уже отметила Гульсум Шабдановна, проблема наркомании, она очень актуальна в наше время, в целом для мирового сообщества, для нашего региона в частности. На сегодняшний день черный рынок заполонили новые виды наркотических средств так называемого синтетического происхождения. Их еще называют дизайнерские наркотики. Следующий слайд, можно, пожалуйста? Вообще вот на сегодняшний день социальный портрет самого наркозависимого лица поменялся в корне. Если раньше, там, в конце 90-х, в начале 2000-х годов мы говорили, что этой пагубной привычке в основном подвержены дети, там, скажем так, из неблагополучных семей, в основном наркотики употребляли там внутривенно, да, были распространены такие наркотики, как героин, то сейчас абсолютно все это поменялось. Вот этот наркотик, героин, скажем так, традиционный для нашего региона, его фактически сейчас на черном рынке нету, его полностью заменили новые виды наркотических средств синтетического происхождения. Для начала я хотел бы немножко вот эти новые виды наркотиков употребляют путем курения, там, путем вдыхания через нос, путем глотания и так далее. Очень много разных способов. Опять же, психологический барьер для многих наших подростков снизился тем, что героин в основном употребляли инъекционным способом, да, кто-то боялся его употреблять, там, уколоть себя казалось это там что-то страшное. Но сейчас, да, еще раз говорю, их употребляют путем курения, глотания, вдыхания. Плюс их опасность заключается в том, что те люди, которые занимаются их распространением, зачастую ведут агрессивную рекламу в соцсетях этих наркотических средств, называют их энергетиками, там, эйфоретиками, тонизирующие организм вещества, говорят, что это там легальные вещества, там, полулегальные, разрешены и так далее. Тем самым молодежь склоняют к их употреблению. Как говорят психологи, еще раз говорю, да, моторика одна и та же. Сейчас очень распространены вот это курение вейпов, сигарет и так далее. Как говорят психологи, то есть кто курит сигарету, 90% случаев покурить сигарету, либо ту же сигарету, но с другим веществом, психологически, фактически одно и то же. Поэтому очень легко подвергаются и вовлекаются в употребление этих наркотических средств. Следующий слайд можно? В конце я хотел немножко вкратце, быстро, у нас тут регламент ограничен, вообще тема большая, говорить можно долго. Хотел остановиться, есть еще такое понятие, как аптечная наркомания. К сожалению, на сегодняшний день есть ряд аптечных препаратов, которые продаются в аптеке, должны продаваться по рецепту, но недобросовестные фармацевты в жажде за легкими деньгами, да, продают эти препараты без рецепта. Допустим, тот же трамадол стоит там по рецепту его 500 тенге, без рецепта там за 2000 тенге его продают. Еще раз говорю, это аптечные препараты, которые применяются в медицине в основном для купирования боли, вот это трамадол. Но 1-2 таблетки употребляешь, она купирует боль, и если употребляют 5, 6, 7, 8 таблеток, вызывает эйфорию, вызывает в дальнейшем зависимость и также вызывает наркоманию. Кроме трамадола есть такие аптечные препараты, как тропикамид, цикламед, это глазные капли, в глазки капаешь, вроде бы лекарство, в нос закапал, опять же вызывает эйфорию и так далее. Их опасность заключается в чем? Я еще раз говорю, легкодоступность, можно купить в аптеке, также они вызывают зависимость. Абстинентный синдром, то есть признаки их употребления,
маскируются под вполне, скажем так, социально благоприятные признаки. Следующий слайд, можно? Вот, что это? Головная боль, расстройство там желудка, поднятие температуры и так далее, и так далее. Очень тяжело определить то, что человек сидит на аптечных препаратах. В случае из практики, мама сама врач, рассказывала нам, смотрит, что с ее ребенком полгода что-то творится. То насморк, то расстройство, то температура, то голова болит, то еще так далее. Все она думала, что он там болеет чем-то, то и так далее, да, подцепил какую-то инфекцию, пока она в конце концов не нашла у него в кармане блистеры трамадола. Он оказался трамадольным наркоманом. Все, да. Сейчас эта тема поднимается, по крайней мере, вот трамадол в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве. Трамадол будет вносить список препаратов, которые являются наркотическими. То есть к нему уже в дальнейшем за сбыт трамадола, за его хранение, если сейчас его, значит, правительство нас поддержит, мы предложение внесли МВД, будет ответственность наступать как за наркотики. Дальше следующий слайд. Вот синтетика. Еще раз говорю, очень опасно. Агрессивная реклама вовлекают на сленги, не знаю, вот слышали, на сленге их называют эти наркотики. Легалка, из-за того, что говорят, что нелегальный. Дживики, спайсы, меф, кристаллы, скорости, мука и так далее, да. Многие из вас, может быть, первый раз это слышат. Мы проводим мероприятия в школах. Вот старшеклассники сидят, называешь эти слова, 99% все сидят, кивают головой. Все слышали, все знают. YouTube сейчас, я не знаю, там у всех 99% доступ в интернет. В интернете об этом, обо всем расписано. Все прекрасно все это знают, дети наши об этом слышат и знают. Поэтому необходимо работать, необходимо информировать, что это сейчас наркотики, что это запрещено и так далее. Существует их несколько видов. Вот. Выглядят они могут быть по-разному, в основном как порошки разного цвета. Вот здесь представлен белый. Их еще называют дизайнерскими наркотиками. Почему? Потому что, еще раз говорю, те лица, которые занимаются их распространением, заморачиваются очень сильно. Идет очень сильная агрессивная реклама. Применяют разные методы, вот я не побоюсь это слово, маркетинга, да. Вот эти вот препараты, их выкрашивают в разный цвет. Они сейчас не только белые, есть розовые, синие, голубые. Делают их с разными запахами, со вкусами кока-колы, бабл-гамма, там, я не знаю, запаха яблок, вишни и так далее. То есть максимальным способом, чтобы вовлечь, заинтересовать детей. И этим самым они еще маскируют, и еще раз говорю, говорят, ну разве наркотики могут пахнуть там кока-колой, жвачкой, там, я не знаю, яблоками и так далее, да? Нет. Подростки на это все ведутся и легко употребляют. Очень они опасны тем, еще эти наркотики на сленге называют суицидальные наркотики, либо наркотики одного дня. Еще раз говорю, простыми словами, старые героиновые наркоманы боятся употреблять вот эти новые виды наркотиков. Почему? Имеют очень сильные пагубные негативные воздействия на организм. В первую очередь страдает мозг. Очень сильный психотропный эффект. И эта синтетика, до конца она вообще не изучена, как она влияет на организм. Опять же, случай из жизни. Двое молодых ребят берут, курят эту сигарету с синтетическим наркотиком. Один просто получает наркотическое опьянение, другой умирает, получает передозировку. Почему? Каждый организм индивидуален. Многие молодые люди сейчас все, там, я не знаю, страдают какими-то хроническими болезнями. Не знают, какие у них болезни, патологии и так далее. Наркотик как действует? Употребили, идет очень большая нагрузка на внутренние органы. Сердце остановилось, почки отказали, печень отказала, передозировка, смерть. Еще раз говорю, многие не знали, вот покурили одно и то же вещество, один скончался, это было в Алмате, другой просто получил опьянение. Более того, под воздействием этих наркотиков, человек, который их употребляет, сразу становится либо объектом преступления, либо субъектом преступления. Как минимум, становится героем соцсетей. Многие видели ролики, вот у меня есть ролики, но еще раз говорю, в связи с ограничением времени мы не показываем. Под их воздействием ныряют в лужи там, плавают в лужах, ведут себя неадекватно. Сами же вместе одна компания употребили, потом друг друга снимают, в интернет выкладывают. Это самое безобидное. Становятся героями Ютуба, да, там звезда Ютуба называется, да. Как минимум это. Далее становится объектом преступления. То есть находится человек в неадекватном состоянии, у него что-то забирают, воруют, вытаскивают. Опять же, самое безобидное. Девочек насилуют, насильственные действия сексуального характера и так далее.
Сейчас у нас есть информация, что даже есть вот эти наркотики, их специально называют секс-наркотики. То есть в эту всю консистенцию подмешивают, видимо, какие-то вещества, которые вызывают там возбуждение, повышение либидо и так далее. Теряется связь с реальностью, теряются все вот эти вот моральные принципы, ограничений никаких нету. И, как говорится, вперед, понеслась душа в рай. Суицидальные наркотики, еще раз говорю, теряется связь с реальностью, под воздействием этих наркотиков выходят в окна, там кому-то кажется, что он птичка, кто-то хочет там полетать, выпрыгивают и так далее. Второй момент, это совершают уже преступления другие. В легкую совершают преступления, могут нанести телесный вред себе, могут нанести вред своим близким, родным, там, мамам, дядям, тетям и так далее. То есть, еще раз говорю, очень пагубное воздействие на организм. Сильный психотропный эффект. Человек, который их употребляет буквально за короткое время, внутренние органы там выгорают, теряются и сильно воздействуют на мозг. Следующий слайд. Далее, их опасность в чем? Все это сейчас распространение этих наркотиков идет через интернет. Еще раз говорю, раньше, в те времена, я работаю уже давно, начинал еще в начале 2000-х годов, в свое время, когда были, и вот сейчас даже не знаю, что было лучше, когда были наркоточки, когда все говорили, вот наркоточки, там мы все знаем эти места, либо когда все это сейчас происходит через интернет. Когда были наркоточки, просто так еще на этих ямах, так называемых, да, на сленге, наркотики никому не продавали. Чтобы их купить, нужно было иметь криминальные связи. То есть ты туда просто так пришел, тебе просто так не продадут. Нужно, чтобы за тебя кто-то там поручился, грубо говоря, там от Копченого, от Седова там, и так далее. Да? Сейчас, имея выход в интернет, можно запросто приобрести эти наркотики. Все происходит путем закладок, называется это бесконтактным способом, никто никого не видит. Вышли, нашли этот интернет-магазин, заказали, там я говорю, вот прям как в интернет-магазине. Разные категории, ценовые предложения, там, виды наркотиков. Заказал, выбрал, деньги перевел, там, опять же электронным способом, Яндекс.Мани, Киви кошельки и так далее. Скидывают геолокацию, где находится наркотик, человек идет, поднимает. Опять же это все еще преподносят в виде какой-то игры, в виде какого-то квеста, заинтересовывают, там, всякие там фразы такие замаскированные, пойти там поднять клад и так далее. То есть, да, детям кому-то это интересно, из дома пойти, найти, попробовать употребить. Еще раз говорю, все это сейчас легко, в принципе, доступно. Да? Мы опять же работу с этим проводим, боремся, проводим мониторинг, выявляем эти интернет-магазины, блокируем. Но, к сожалению, вот особенно это Telegram, я не знаю, Telegram, да, мессенджер, это рассадник всего и вся. Он находится, вообще владелец этого Телеграма, там россиянин, Дуров, да, Павел Дуров. Сам он сейчас находится вообще непонятно где, в Германии или еще где-то. Очень тяжело с этим бороться. То есть один канал блокируешь, тут же проявляется ссылка, там, пройдите по другому каналу и так далее, да, то есть это как замкнутый круг. Не знаю, у нас есть создана специальная система кибернадзора, все эта работа, еще раз говорю, проводится, но, как говорят, святое место пусто не бывает, да, один сайт блокируешь, появляется новый сайт. Вот еще одна из видов реклам, да, это проводят очень страшную рекламу, многие из вас видели, это вот реклама вот этих интернет-магазинов, казалось бы, она не явная, не навязчивая, там, что там, какие-то сайты написаны на стене. На самом деле, вот, пройдя по вот этому сайту, вас закидывают в магазин, где можно все это приобрести. Следующий сайт. Доходит он даже до того, вот это вот расклеенный баннер в метро в Алматы. Казалось бы, да, ничего страшного, вообще там, жизнеутверждающее какое-то там объявление, там, не знаю, может быть, заниматься там спортом, скалолазанием, да, посещаете горы, оказывается, вот сканируешь вот этот QR-код, закидывает в магазин, который занимается продажей наркотиков. Второй момент, еще раз говорю, очень опасно, очень страшно то, что помимо употребления этих наркотиков, сейчас идет сильное вовлечение наших детей несовершеннолетних именно в незаконный оборот наркотиков. В соцсетях предлагают рекламу в виде курьер, говорят, что это высокооплачиваемая работа, не требующая там каких-то специальных знаний, не требующая высшего образования, не требующая там какого-то графика работы, да, сложного, то есть 2-3 часа в день можно заработать большие деньги, и вовлекают в занятия вот этими так называемые, еще раз говорю, кладмены на сленге, это там курьер, там кура называют, минер и так далее, но все это не что иное, как вакансии наркоторговцев. Мы все это всем разъясняем, скажу на простом языке, опять же, говорят, заманивают тем, что мы там будем оказывать юридическую помощь, юридическую консультацию, говорят, что вы несовершеннолетний, вам ничего не будет, но
действия по закладке наркотических средств, то есть с одного места взял, в другое место положил, даже если ты ни с кем не контактируешь, из рук в руки никому ничего не передавал, деньги ни у кого не брал, квалифицируется как сбыт наркотических средств. Сбыт наркотических средств – это тяжкое преступление. А за тяжкое преступление наш законодатель определяет уголовную ответственность, наступает с 14 лет. То есть с 14 лет ребенок, можно сказать, несет ответственность за вот эти вот преступления. Как говорила уже Гульсун Шабдановна, в нашей области есть факты задержания. Я не буду озвучивать сейчас школы, чтобы никого не смущать, но учащиеся наших школ, нашего города занимались закладками. Есть задержание учащиеся школ старших классов, учащиеся колледжей. Колледж это то же самое, 10-11 класс школы, да, грубо говоря. Уже трое подростков осуждены к лишению свободы. Вообще за сбыт наркотиков предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет. Несовершеннолетних, вот я говорю, 3 факта есть, они осуждены, дали двоим по 6,5 лет, одному дали 7 лет. Это, ну, сделали скидку, да, то, что несовершеннолетний, ранее судим и так далее. Но еще раз, что такое 6,5 лет лишения свободы? Это поломанная судьба, упущенные возможности, это пятно на всю жизнь. То есть ничего хорошего в этом нету. То есть это все, жизнь испорчена. Еще раз говорю, привлекают, факты есть, это все рядом, это у нас в Караганде, в Темиртау есть факты задержания. Очень страшно. Вовлекают за здрасте. Молодые люди ведутся, я не знаю, там на легкие деньги, как уже сказали, кто-то думает, там, что это ничего страшного, я еще раз говорю, ни у кого из рук в руки ничего не беру, ничего не передаю, и им там говорят, что это полулегальные, легальные какие-то вещества и так далее. Все приводит потом к плачевным последствиям. Поэтому, следующий слайд. В конце, коротко, что нужно вообще. Вот я работаю, еще раз говорю, давно, вот мое, не знаю, может быть, это пусть будет субъективное мнение, мы видели, я видел и наркозависимых, и их родителей. Кто такой наркоман? Это ярко выраженный эгоист. Я, мне, мое. Да, вот сколько мы не разговаривали. Второй момент. Ни один наркозависимый никогда не сказал, это я виноват. Я по своей слабохарактерности, по своему слабоволию, либо ни один родитель не сказал, это мы не досмотрели, мы упустили. Все винят кого-то. Школу, друзей, дядю, тетю, я не знаю, там еще кого-то, да. Но на моей практике ни разу не было такого, чтобы кому-то насильно таблетку затолкали в горло, шприц воткнули в одно место, извиняюсь за выражение. Все обычно происходит в согласии самого лица, который начинает употреблять. Все это происходит за компанию, кто-то принес, а что там, да давайте, а что там. Да я уже пробовал, да ничего страшного, да сейчас мы там как, пыхнем, там, курнем, дунем, да все будет круто и так далее. Ребенок соглашается, раз, два, три, и не замечает, как они в это все увлекаются. Для чего я все это говорю? Нужно никогда не перекладывайте обязанности воспитания своих детей на кого-то. На школу, там, на тренера, бабушка, дедушка, соседи и так далее. Нужно уделять внимание своим детям, хотя бы минимум. Я не говорю о каком-то там тотальном контроле, да, но элементарные вещи. Я вот опять же приведу пример, да, присутствую часто на родительских собраниях, вот так пришел тоже в гражданке, но не знаю, кто я, сижу, вот, и там приходят родители и рассказывают, там, вот моему сыну исполнилось там сына или девочка, не знаю. Попадаются, опять же, в сторону немножко отойду, и мальчики, и девочки. У нас есть и то, что и девочек задерживают за закладки, и за употребление задерживают, поэтому тут никакой гендерной там, я не знаю, нету деления. Все попадаются. И, ну, неважно, я отошел немножко. И вот родители друг с другом разговаривают, один другому говорит, вот моему ребенку исполнилось 16 лет, мы ему подарили на день рождения вейп. Что такое вейп? Да, это вот, покурить. Многие думают, что этого ничего страшного в этого нету, но это психологический посыл для ребенка. То есть родители мне разрешают, на, сынок, кури на здоровье. То есть тем самым вы уже где-то, да, какие-то ограничения с ребенка снимаете. Еще раз говорю, уделяйте время своим детям, уделяйте им воспитание, воспитывайте их, я не знаю, в духе какого-то там, просто элементарные моральные принципы, чтобы они умели сказать нет, чтобы они умели определить вот эти вот опасности, которые для них существуют. И
что нужно делать, если, не дай бог, кто-то столкнулся с этой проблемой, зачастую у нас как это все бывает, да? Естественно, в первую очередь для родителей что? Шок. Да не может быть мой там ребенок наркоман, да что сейчас там скажут соседи, что подумает школа, там родственники и так далее. И это зачастую является самой большой ошибкой. Чем больше вы утаиваете этот момент, тем хуже становится для ребенка, тем ситуация выходит из-под контроля. Здесь нужно как можно раньше не бояться. Во-первых, это нужно принять, кричать, ругать. Как показывает практика, это бесполезно. Нужно разговаривать, вникать, понимать. Нужно установить причины, почему это произошло. Вдруг, я не знаю, проблемы какие-то и так далее, еще что-то. И нужно не бояться обращаться к специалистам. Специалисты, здесь я имею в виду, это не полиция, не означает бежать в полицию. Многие опять же думают, что если мы сейчас побежим в полицию, это сразу поставят на учет, привлекут. Нет. Если вы где-то обратились за то, что кто-то когда-то употребил 2 дня назад, 3 дня назад, год назад, никого за этого привлекать не будут. И если вы будете обращаться, опять же, я говорю об обращении в лечебные учреждения. Это врачи-наркологи, врачи-психологи, потому что только получив правильные консультации, правильную помощь, правильную поддержку, можно будет, чем раньше это все начнется, тем раньше это можно будет вытащить из этого болота. И опять же, основные признаки там вот перечислены. Дальше можно слайд? Закончить? Основное, на что обращать внимание, это вот изменения в поведении, да, у ребенка. Еще раз говорю, почему родители? Вы, никто, никак иной другой, можете заметить все это вовремя, все это осознать. Изменения в поведении, поменялся круг общения, стало там не хватать карманных денег, стало дома, там, вы заметили, да, там часто просить денег, стал скрытным, например, да, разговаривая по телефону, уходит в другую комнату, снизилась успеваемость, перепады в настроении, ночью не спит, там, видите, да, там ночью там заведенный, или там, например, 3 дня ведет себя как заведенный, потом 2-3 дня спит. То есть, я не говорю, что да, там, поменял круг общения у него, там, вы сразу должны думать, что мой сын наркоман, нет. Но если несколько вот этих косвенных признаков вы замечаете за ребенком, да, это может свидетельствовать о том, что с ним происходит что-то не так. Еще раз говорю, скрытность, поменял круг общения, снизилась успеваемость, карманные деньги и так далее. Вы все это, как родители, можете вовремя увидеть и вовремя принять необходимые меры. То же самое, еще раз говорю, трамадола там, или каких-то капелек. Увидели непонятные какие-то блистеры, таблетки в карманах, в рюкзаке, в тумбочке где-то у себя лежат, да, все это сигналы для вас. И еще раз говорю, нужно не бояться обращаться к специалистам, потому что, как показывает практика, одному решить эту проблему, справиться с ней очень тяжело. У меня, в принципе, все. Спасибо. Можно было бы рассказать больше. Да, Если возникнут вопросы, очень хорошие рекомендации, поэтому большая просьба, вот родители, посмотрите, если нужны будут слайды, можно, да, слайды? Да, конечно. Мы в чаты родительские слайды направим, да, если там у Катаевича есть у нас родительские, отправьте, пусть посмотрим. Құрметті әріптестер, бұның бәрі енді жақсы ұсыныстар берді, сондықтан мен тағы да айтайын, біздің чаттарға кетеді, қарап балаларыңызға, енді біріншіден балаларға жауапты ата-ана. Сондықтан бұл бәрі ата-анадан басталады. Енді біз мектеп ретінде өзіміздің жаңа жауапкершіліктен біз қашпаймыз, бірақ бірге жұмыс жасауымыз керек. Рахмет. Екінші сұрақ бойынша біз өткен жылы жалған терроризммен байланысты құқық бұзушылықтардың 80%-ға өсу тіркелді. Енді бұдан қарап отырсақ, бұда үйде жұмыс жасау керек балалармен, өйткені бұның бәрін жауапкершілігі ата-анада тартылады оған. Сондықтан біз бүгін шақырып отырған біздің әріптесіміз Әсел Бақытжановнаға сөз берейін, одан кейін мен комментарий жасаймын. Здравствуйте, уважаемые родители, участники данного мероприятия. С октября по декабрь месяц 2022 года участились факты лжетерроризма с участием несовершеннолетних. Лжетерроризм, то есть заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, опасен негативными последствиями в виде общественного резонанса, дестабилизации обстановки, так как проверка таких сообщений зачастую вызывает необходимость массовой эвакуации людей при остановлении учебных и производственных процессов. Акт терроризма – это совершение или угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба при наступлении иных общественно опасных последствий.
Статья 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает ответственность за лжетерроризм в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Чаще всего телефонными террористами являются дети и подростки. В большинстве случаев граждане не осознают, что подобные действия противозаконны и могут привести на скамью подсудимых. К тому же большинство из них уверены в том, что их личности никогда не будут установлены. Сотрудниками правоохранительных органов проводится досудебное расследование по установлению и задержанию виновного лица, сообщившего об акте терроризма. Так как по подобному вызову к указанному месту мгновенно прибывают специалисты-кинологи, взрывотехники, следственная оперативная группа. Обязательно проводится полная эвакуация людей, находящихся в заминированном здании. Общественная опасность данного преступления заключается в том, что в результате ложного сообщения о готовящемся акте терроризма создается паника среди населения. Страх отвлекается значительное количество людей на поиск и обнаружение взрывчатых веществ. Нарушается установленный порядок управления, нормальная деятельность учреждений, предприятий и организаций. Данный вид преступления относится к особо тяжким видам преступлений и по имеющимся современным системам безопасности на сегодняшний день не составляет труда определить местонахождение и установить личность человека, звонящего по факту заведомо ложного обращения об акте терроризма. Прежде чем играть в террористов, нужно подумать над тем, кому может оказаться выгодно заведомо ложное сообщение, способное привести к реальным потерям и ущербу. Возможно, кто-то подбивает детей так пошутить. Во избежание подобных ситуаций родителям необходимо разъяснять детям о последствиях и ответственности. Ведь частые сообщения о терактах могут привести к тому, что срабатывает человеческий фактор, и на сигнал о реальном происшествии реакция может оказаться более медленной. Всегда следует понимать, что, выезжая на проверку заведомо ложной информации, стражи порядка могут в нужное время не оказаться рядом с теми, кто на самом деле попал в беду. И невинная, на первый взгляд, шутка может обернуться судимостью для телефонного террориста и, возможно, стоить жизни кому-то еще. Родители, либо законные представители несовершеннолетних, которые не достигли возраста уголовной ответственности, будут привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию с наложением штрафа. Кроме того, штраф на сегодняшний день для родителей таких детей. Вот мне бы очень хотелось, потому что у нас участились случаи, когда дети названивают, конечно, они еще несовершеннолетние, там им еще и 14 нет. Вот последний случай в Темирта у нас был. Родители к какой сумме привлекаются? Вот, не успела там это. 17 миллионов? да, если достигнут 14 лет, тогда будет 5000 месячных расчетных показателей. То есть я еще раз хочу, то есть, уважаемые родители, надо беседы составлять с детьми о том, что это не игрушки. Представляете, сколько сил приезжает туда, пожарные, ЧС, полиция, да? Это же вся, и это, ну, представьте, он пошутил, а родители должны будут завтра вот такую сумму денег возмещать в бюджет. Поэтому я считаю, что нужно провести вот такие профилактические мероприятия со своими детьми, разъяснить. Еще раз, я давала такие же поручения на классных часах, дать разъяснение, подумать о своих родителях, где они такие деньги возьмут, за как они будут это все возмещать. То есть вот на это нужно будет обращать внимание. Құрметті ата-аналар, нам 17 миллион деген ақша, ол бюджетте, семейный бюджетте қайдан алады оның бәрін? Сондықтан түсіндірілме жұмыстары біз мектепте жүргіземіз. Сіздер міндетті түрде отбасыларыңызда осы нәрсені айтып, түсіндіріп, мынандай ақша болады, мынау шығады дегендей түсіндірмесеңіздер, өте қиын болайын деп тұр. Таяуда ғана осы Теміртау қаласының бір баласы осымен түсті, қазір мен білмеймін оны қандай жағдайдан. Ата-анасы осы ақшаны төлеп жатыр қазір, өйткені ол бала толмаған бала, үйіме қайтам деп соны жасаған. Енді қазір ол баланың әке-шешесін осындай штрафқа салып отыр. Жақсы, тағы да айта беріңіз, кешірім сұраймын. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей. Кроме того, хочу ознакомить вас с статьей 438 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской
помощи, аварийных служб влечет штраф на физических лиц в размере 30 месячных расчетных показателей. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, либо совершенные в период ликвидации аварий, пожаров, последствий стихийных бедствий, влекут штраф на физических лиц в размере 60 месячных расчетных показателей. У меня все. Спасибо за внимание. Құрметті ата-аналар, бүгін тағы да біз жиынға шақырып отқан өзіміз бүгінгі қатысып отқан Қарағанды облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған аудандық сотының судьясы Кенжебай Дарбаевичқа сөз. Құрметті ата-аналар, тағы да бір рет айта кетейін, біз үшінші сұраққа көшеміз. Үшінші сұрақ бойынша біз бүгінгі шақырып отқан соттың судьясы мамандырылған бізде Кенжебай Дарбаевич келіп отыр. Тағы да бір рет айта кетейін, біз жаңа статистиканы алып шықсақ, өте көп ата-аналар жауапқа тартылған. Білесіздер, ювенальный суд дейді да, сол ювенальный суд арқылы енді қарап отырсақ, өте көп осы жылы бізде өте көп ата-ана да, бала да бізде осындай мамандырылған сот арқылы жауапқа тартылды. Сол бойынша қазір біздің шақырып отқан әріптесіміз айтып шығады, сондықтан содан кейін қандай сұрақтарыңыз бар, сол сұрақтарға жауап беруге дайынбыз. Уважаемые родители, мы переходим к третьему вопросу. Мы пригласили судью ювенального суда, специализированный судья Искакбаев Кенжебай Дарбаевич. Хочу еще раз отметить, что на сегодняшний день число родителей, привлеченных к ответственности через данный суд, оно возрастает, поэтому еще раз хотим напомнить, что ответственность на сегодняшний день в первую очередь несут родители до 18 лет, и уголовная ответственность возникает, значит, наступает с 14 лет. Да? Поэтому наше дело, сегодняшнее все собрание, я понимаю, что оно получилось немножко в таком этом, но на сегодняшний день я еще раз хочу попросить родителей вместе с нами, вместе с учительской общественностью, нам дальше жить с нашими детьми, нам дальше жить, значит, в нашем мирном Казахстане. И нам нужно, чтобы наши дети понимали всю ответственность, которую возлагает любой закон. Мы все должны быть законопослушными гражданами. Естественно, есть вопросы, на них всегда найдутся ответы, поэтому здесь вот сегодня наши коллеги призывают вас к тому, что в первую очередь родители дома должны вот эти разговоры составлять. Постоянно говорить об этом, постоянно наблюдать, постоянно какие-то, если возникают, у нас есть школьные психологи, у нас есть школьные социальные педагоги. Вот коллеги мои посоветовали, если есть там, у нас есть и в здравоохранении такие люди, то есть мы готовы помогать нашим детям, но мы должны это вместе делать, а не так. Конечно, виновных, крайних найти очень удобно, но на сегодняшний день мы не хотим искать крайних, поэтому на сегодня мы просто проводим профилактическую работу и с детьми, и с родителями, чтобы понимали меру ответственности на сегодняшний день. Құрметті ата-аналар, бүгінгі ұйымдастырушылар, білім бөлімінің басшылары, Гүлсім Шабданқызы, сіздерге көп рахмет. Енді жаңа осының алдында айтып өтті, мен енді өзім айтайын дегенім, сотқа қандай істердің түсетінін, көп істерді, қай жағынан көп істер түседі, сол жөнінде баяндап берейін. Сотқа түсетін жаңағы жасөспірімдерге, яғни ол әкімшілік іс пен қылмыстық істер. Яна осы Қарағанды облысының ішкі істер департаментінің басшысы айтып өтті ғой, есірткі жайында Александр Рубинович ол жөнінде айтып өтті. Одан да басқа мен қазіргі сіздерге баяндап беретінім, яғни әкімшілік іс бойынша, қазір мен енді осыдан кейін орысшасында айтып өтейін, әкімшілік іс бойынша жаңағы бізге көп түсетіндер, яғни әкімшілік жауаптылық негізі 16 жастан бастап қарастырылған, 16 жасқа толған жасөспірімдерден, бірақ жауаптылыққа тартатыны ата-аналар, әке-шешелері, жаңағы айыппұл салынады ата-аналарына. Қазіргі кезде көбінде бізде жаз кезінде көп болады, яғни түнгі уақытта, яғни 10-нан таңғы 6-ға дейін
жаңағы кафе, сондай жаңағы көңіл көтеретін орындарда жаңағы әкесінің жаңағы әке шешесі жүрсе, болмаса сағат 11-ден кейін өздері жаңағы әке шешесі жаңағындай түнгі уақытта жүрсе, ол әкімшілік жауапқа тартылады. Яғни жазғы уақытта өздеріңіз білесіздер, ұзақ уақыттан да жаңағы ойын сауық орындары, олар жаңағы сағат 10-да әлі жұмыс істеп тұрады. Сол кездерде көбіне баратын 16-17 жастағы балалар, жасөспірімдер барады. Сондықтан да ол жағында содан кейінгілері түнгі 11-ден кейін үйде болу керек. Енді балалар қалай көбінде жаз болғаннан кейін далада көп жүргісі келеді, бірақ оған заң бар, заң қолданылады. Сондықтан да жаңағы балаларымыздың жаңағы түнгі уақытта, кешкі уақытта жаңағындай кешіктірмей үйге қайтарғандарыңыз жөн. Ал енді мына қылмыстық істер жөнінде қарасақ, мен қазіргі сіздерге айтып өтейін дегенім, қылмыстық істі жаңағы 14 жасынан қарастырылған. Енді ол жаңағы денсаулыққа қасақана зиян келтіру, яғни балалардың арасында төбелестер болып тұрады. Жаңағы ауыр, жеңіл жарақат келтіреді. Оны өздеріңіз білесіздер, енді ол аяқ астынан да болады. Мен жаңағы сіздерге көп мән қоятыным жаңағы жасөспірім арасындағы жыныстық қатынас. Жаңағы 16 жасқа дейінгі жасқа толмағандардың арасындағы жаңағы қыз балалардың жыныстық қатынасқа қатысуы. Енді жастардың арасында махаббат болады, келешекте үйленеміз дейді, сондай-сондайлар болады. Бірақ жаңағы неге аяғында олар жаңағы қылмыстық жауапқа тартылып, жас семья сондайға тартылып жатыр. Енді айтып өтейін, қыз балалар көбінде 14-15-те болады, ал ұл балалар, жігіттер 16-тан асқан, 17-18-де бұлар енді үйленеміз деп жүреді. Одан кейінгі жаңағы жыныстық қатынасқа түсіп, 16 жасында аяғы ауыр болып, жаңағы ата-аналар бір-біріне құда түсіп, той жасап жатады, бірақ қылмыстық жауапқа тартылып, сотталып жатады. Енді бос жөнінде жаңағындай, әркімде бұл қыздар асырап отырсыздар, жаңағы соны жаңағы байқағандарыңыз жөн. Өйткені бұл жөнінде әрине әркім балаларымен сөйлесуге қиын шығар, бірақ енді мен ойлаймын, бұны жасыратын ештеңесі жоқ. Балалармен осы жөнінде сөйлесулеріңізді мен жаңағы қалаймын. Себебі ол артын білмейді, артын не болатынын білмейді. Дүниеге жас семья шаңырақ құрып жатыр, бірақ әкесі сотты болып, жаңа бала дүниеге келіп жатқандар ол көп. Іс бойынша жаңағы біздің сотқа түсіп жатқан істер осы. Ендігі, уважаемые родители, организаторы сегодняшней, спасибо, что организаторам сегодня организовали встречу. Я хочу сказать о том, что то, что в суд попадает специализированный международный суд по делам несовершеннолетних, вкратце ювенальный суд, дела, значит, рассматриваем административные, гражданские, уголовные дела. В частности, поступает по административным делам то, что, значит, дети, которые в основном в летнее время, значит, ходят в развлекательные, значит, учреждения, это кафе, бары, игральные клубы, но там запрещено после 10. И же нахождение после 11 до 6 утра. В основном привлекаются дети 16-17 лет. Значит, а по уголовным делам, значит, умышленное причинение средней тяжкой вреда здоровью, это получается, чисто разборки, драки. Помимо этого, я хочу обратить внимание, половое сношение не достигшим 16-летнего возраста. Значит, в основном часто у нас мы рассматриваем эти дела. Подростки влюбляются, дружат, хотят создать семью, но вступает в половой контакт, и после этого, не достигшие до 16 лет, девушки, когда
ну, вступает в половое сношение с мужчинами или там 17-18 лет уже привлекается к уголовной ответственности. Вроде создают семью, а уже уголовная ответственность, отец судим, рождаются дети уже в такой семье. Енді тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, айта жатарсыздар. Рахмет. Кенжебай Дарбаевичқа үлкен рахметімізді білдіреміз. Гүлсім Шабданнаны жиналысқа шақырып алып кетті. Сол үшін кешірім өтінеміз. Егер де ата-аналардың арасынан сұрақтарыңыз болса, қоюға рұқсат. Уважаемые родители, если есть какие-нибудь вопросы к нашим спикерам, спикеры готовы ответить. Аудан қалалардан қол көтерсеңіздер, онлайн режимде қосылып отырған. Саламатсыздар ма? Нөмір 14-ші мектеп гимназия қаласында сұрақ бар. Қоюға бола ма? Я әрине тыңдап тұрмыз. Қаласы, мен үш қызым осы 14-ші мектепте оқиды, Қарағанды қаласы, Әлихан Бөкейхан районында 14-ші гимназияда оқиды. Үш қызым да сабаққа барып келуіне, мына бізде мектептің жанында нелер бар, чугунно-сочный фабрикалар бар, иттер көп сөйледі. Сол иттермен қалай күресуге болады? Қазіргі заң бойынша оны атуға болмайды дейді, участковыйға да айтылды, бәріне айтылды. И балалар қорқады енді, иттер қаптап жүреді. Соны қалай шешіп бересіздер сол мәселені? Мектеп жерде жаңадан салынғаннан кейін жан-жақта иттер көп енді. Сұрағыңызға рахмет. Сіздің сұрағыңыз бойынша полиция бөлімшесіне барып сізге арыз жазуға болады. Сол арызыңыз бойынша профилактикалық жұмыстар атқарылады, кейін сізге жауап беріледі. Александр, добрый день. Сейчас, минутку, пожалуйста, можно ответить спикер на первый вопрос? Мен сіздің сұрағыңызды назарымызға аламыз, кейін сізге жауабын беремін. Рахмет. Жақсы, мектеп әкімшілігінен жаңағы ата-ананың аты жөнін барлығын жолдасаңыздар білім бөліміне. Екінші сұрақ, Балқаш қаласы. Добрый вечер. Вот мы работаем с детьми, да, с нами проходят всяческие классные часы, вот разговоры, мы с детьми разговариваем. Вопрос такой. Нужно в школах тогда сделать, в институтах, в колледжах, когда при проверке, чтобы проходит ребенок, какие-то аппараты поставить или вот послать бумажки, чтобы вот отсюда человек мог дали понять, что он курит, вот, или что-то употребляет, понимаете? Потому что дома мы разговариваем, но есть, которые родители не разговаривают. И в итоге, отправляя ребенка, допустим, в образовательное учреждение, мы волнуемся за то, что вдруг кто употребляет что-то, допустим, он будет предлагать. Проверку вот так вот, чтобы дети приходили, и они уже знали, что их будут проверять, и что вот этот аппарат покажет, допустим, в течение 3 суток, в течение 2 суток он будет выявлять. И у них не будет таких вариантов, чтобы употреблять какие-то сигареты или электронные сигареты, или еще какие-то вещества. Потом второй вопрос такой. Вообще, как вы говорите, вот эти вот запретные, травматологи, это все. Значит, это надо работать каким-то органом, чтобы это проверять. Значит, это если у них это нет бумаги, это продается. Это уже надо как-то контроль, сделать получше контроль такой, чтобы это не продавалось без рецепта. Ну, вообще, вот вопрос вот глобальный такой, чтобы установить проверку в учреждениях, в школе, образовательных, чтобы ребенок приходил, его, то есть он какой-то тест
сдавал. Вот мы на работу идем, перед работой, после работы мы прошли алкотест, допустим. А это на курительные вещества, на какой-то аппарат создать, что ли. Химики-то должны работать. Вот им задание, что вот эта линейка бумажка какая-то, и вот приложили, допустим, на язык, ага, она показала, ты вчера курил, допустим, или позавчера курил. Что такое делать? Вопрос ваш понятен. Здесь дело в другом, что такие, как вы говорите, лакмусовые бумажки, все это имеется. Дело в другом, что не все родители согласны, чтобы проверяли их детей. Вот данный вопрос сейчас опять же поднимается и рассматривается этот вопрос за его закрепление на законодательном уровне. Если на законодательном уровне это будет принято, все это делается в целях того, чтобы определять употребление вот этих всяких психоактивных веществ, наркотических веществ, в том числе на ранней стадии среди школьников. Но сейчас этот вопрос прорабатывается на законодательном уровне. Если, значит, это будет принято, значит, это будет применяться во всех школах и будет применяться в обязательном порядке. Потому что, как показывает практика, на сегодняшний день не все еще родители понимают вот этой вот, знаете, опасности. Многие воспринимают это как вторжение там, в их личное пространство. Многие боятся, о чем я говорил выше, да? Многие боятся, что об этом узнают там соседи, родственники, близкие, школа там и так далее, да? Боятся какого-то пятна на репутацию и так далее. Поэтому здесь это больше вот сейчас рассматривается такой вопрос. Алло, Александр, добрый день. Можно я задам вопрос? Алло, подождите, да, я уже полчаса ставил. Александр, добрый день, молодцы беспокоит. Александр, добрый день. Да, я слушаю. Молодцы беспокоит вас. Вот я хотел узнать по маковым зернам. Что-то я слышал, их тоже законодательно внесли к запрещенным. Нет, здесь вопрос опять же в другом. Пищевой мак, есть содержание маковой соломы в нем. Если экспертиза определяет, что там содержится маковая солома, то это попадает под уголовную ответственность. Если по заключению экспертизы там не будет никаких найдено, да, там превышение содержания наркотического средства, то это под уголовную ответственность не подпадает. Вообще пищевой мак, сам пищевой мак у нас не запрещен. В список наркотических средств он не внесен. Но опять же, еще раз говорю, все зависит от заключения экспертизы. Если экспертиза даст заключение, что там присутствует, допустим, да, там маковая солома, то тогда, соответственно... Ладно, я принял, услышал. Здравствуйте всем, добрый вечер. Я вот хотела, знаете, это, наверное, скорее всего, не вопрос будет, а крик души матери, да? Я хотела вам сказать, вот сегодняшнее наше собрание, да, вообще ни к чему не приведет, опять же, снова же. Почему я это говорю? Потому что это просто вы сегодня выступили, описание, или как-то, можно сказать, грубо сказать, рекламирование, да, опять же, но здесь вы нам только сказали, что вы судите детей наших, да, и штрафы будут требоваться у родителей. Больше ничего, естественно, вы нам не сказали, да. Почему вы нам не говорите, что вы какого-то барона вот этого, который наркотики продает, вы что, его не засудили, например? Вы сейчас нам как бы хвастаетесь, что вы какую-то 11-классницу засудили, там еще что-то, да? Наша проблема не решится, знаете почему? И наши дети будут употреблять наркотики, потому что эти наркотики продаются как хлеб уже, понимаете? Пока это нужно вопрос задавать самим себе. Вот эти ваши органы, вы сами себе этот вопрос задавайте. Почему у нас в Казахстане это, в нашем городе это свободно ходит, да, продается, любой ребенок может взять, свободно купить и употребить это. Это вы себе вопрос задайте в первую очередь. И задавайте этот вопрос нашему государству, который позволяет. Почему наше государство не говорит в телевидении, что какого-то наркобарона поймали, да, засудили его? Вот вы судья, вы когда-нибудь судили этого наркодилера, а только народ вы судите за то, что этот народ употребляет, потому что этот наркотик продается как хлеб. Вы понимаете, да? Сейчас вы нас собрали, что вы нам только описали ваши наркотики, да? Что они вот так. Ну, сидя вы, опять же, еще говорите, что вы сидя это все контролируете, что-то там на кнопки нажимаете, кого-то ловите. Сидя ничего не получится, нужно действовать, нужно работать. Может, прекратим уже претензии? Это крик души матери, который уже ребенок страдает, понимаете? Я мать, которая мусульманка, да, я воспитываю своего ребенка правильно, но мой ребенок, уходя на улицу, берет другое уже воспитание.
остается. И это не решится проблема. И я не буду винить своего ребенка, если он умрет от наркотиков. Я буду винить вас, государство, вас, органы, которые вы не работаете. Поняли? И не надо с народом, из простого народа говорить, что народ виноват, матери, родители виноваты. Родители так своих детей не воспитывают. Даже сколько бы мы ни разговаривали с своими... Страх нет, я сказала, крик души. Сколько бы родители не работали с своими детьми, не говорили бы, они все равно будут соблазняться этому, потому что свобода... Говорить можно? Слышно? Вас не слышно. Школу 88 слышно? Нет, подождите. Школу 88 слышно? Можем комментировать. Как вы говорите, наркодилеры, работа эта проходит ежедневно. Ежедневно задерживаются, принимаются меры по выявлению наркосбытчиков. В прошлом году возбуждено на память более 100 уголовных дел за сбыт наркотиков. Все это проходит постоянно, все это тоже публикуется. В соцсетях везде это освещается, по телеканалам все это тоже освещается еще. Эта работа проводится. Но здесь опять же вопрос в другом, да? Как говорят же, запретный плод сладок. Кто-то все это воспринимает правильно, кто-то идет, не употребляет, да, там, а кто-то идет, вот ему говори, не говори, я не знаю, как говорят же, да, поговорка, хоть кол на голове чеши, он все равно пойдет, это найдет. Поэтому здесь это вопрос вообще риторический, про употребление наркотических средств, про воспитание и так далее. Мы здесь говорили сейчас момент в том, что родители должны и обязаны уделять внимание воспитанию своим детям, прививать им какие-то элементарные моральные принципы, там, я не знаю, да, чтобы они могли распределять эту опасность, с которой они могут столкнуться в своей жизни. Поэтому здесь все в наших руках, все в ваших руках, в руках ваших родителей. Поэтому здесь у меня добавить больше нечего. 81-я школа. Разрешите, скажу. Дмитрий, 64-я школа. Меня слышно? Да, слышно, говорите. Ага, смотрите, знаете, какую я еще хочу подытожить очень основную проблему, скажем так. У нас в Казахстане существует рыночная экономика, то есть, вот представим, скажем так, продукты, вы все видите, что продукты у нас очень дорожают. То есть сейчас родители, многие родители озадачены просто зарабатыванием денег и прокормить свою семью. Но, получается, мама, папа на работе, дети приходят, к примеру, со школы и бывают одни дома. Но, скажем так, вот мой ребенок, будучи, да, вот, к примеру, захочет пойти на тот же хоккей. А посмотрите, сколько стоит сейчас на тот же хоккей идти, на любой другой спорт. То есть это у нас затрагивается финансовая система. То есть сколько нужно денег заплатить за это все. Если же бы у нас рекламировалась какие-то большая часть спортивных секций, то есть культура, чтобы, вот, допустим, ребенок пришел со школы, все, вот он захотел в теннис, в хоккей, там, на футбол, но бесплатно, потому что нету сейчас у родителей столько денег. Да, уважаемые родители, вопрос понятен. Можно я отвечу? На сегодняшний день вы, наверное, знаете, что в системе культуры по линии управления культуры, архивов и документации, а также по линии управления физической культуры и спорта выделяются огромные деньги с прошлого года для того, чтобы охватить наших детей спортивными секциями и кружками. Также в сфере образования в прошлом году выделено 61,9 миллионов для того, чтобы охватить 2360 детей в рамках госзаказа. Это помимо того, что у нас действует в области 43 организации дополнительного образования. В каждой организации образования есть спортивные секции и кружки. Если ребенок хочет заниматься, он будет заниматься. Если будут какие-то вопросы, можете обращаться к нам. Управление образования, 10-й кабинет. Меня зовут Аруна Муратовна. Я являюсь руководителем отдела воспитательной работы и дополнительного образования. Пожалуйста. Это все понятно. На данный момент... Вас не слышно. Вас не слышно. Включите микрофон, пожалуйста. Еще раз. На данный момент куда-то могут у нас в Казахстане дети пойти вот именно в хоккей. Вот я просто... говорю, вот спорт хоккей, могут ли куда-то пойти бесплатно? Могут, бесплатно.
За это все оплачивает на сегодняшний день государство. Есть система Артспорт, Еду, это портал, можете туда зайти. Ну, в принципе, точно мы можем с вами отработать. Обратитесь, пожалуйста, 41. Можно вопрос задать? 41, 42, 48, наш рабочий телефон. Микрофон можно вопрос? Благодарю. Да, уважаемые онлайн-слушатели, сейчас в зале у нас вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Всем добрый вечер. Смотрите, присутствующим благодарность тем, кто организовал эту встречу. Уважаемый родитель, я вот только что озвучила, у нас в зале, в 93-й гимназии, мы сейчас находимся, родитель хочет задать вопрос. Послушаем, пожалуйста. Добрый день, я хочу задать вопрос по сегодняшней теме. Можно я закончу свою речь? Так как я воспитываю мальчика, у меня такой вопрос. Такой небольшой вопрос. Какая работа у нас ведется по запрету электронной сигареты? Хорошо, мы обычные сигареты закрыли, прикрыли, там не показываем, да? Электронную сигарету запретить, чтобы продавали детям до 18, после 18 лет, чтобы продавали. Где запрет, какая работа ведется? У нас за углом школы продают старшеклассники. С 5 класса они все курят электронную сигарету. Какая работа ведется на эту тему, мне скажите? Запрет именно электронной сигареты, чтобы продавали с 18 лет или с 21 года, не знаю, с какого. Спасибо за вопрос. В настоящее время у нас, то есть на протяжении... Громче говорите, нам не слышно. Слышно, да? Спасибо за вопрос. Инспекторами ювенальной полиции, а также участковыми инспекторами полиции проводится ежедневно профилактическая работа по выявлению административных правонарушений по реализации табачных изделий и электронных сигарет лицам, не достигших 21 года. Лица, то есть продавцы, то есть предприниматели, которые реализуют такие вещества, как табачные изделия, электронные сигареты, они привлекаются к административной ответственности. Если этот факт у них неоднократный, то там лишается лицензии. Это все понятно. На законодательном уровне какая работа ведется? Согласно правильно кодекса. рассматривается закон, проект вырабатывается или что-то. Сигареты это запретили, а электронные... На законодательном уровне продажа несовершеннолетним сигарет и электронных вот этих изделий запрещена. Те продавцы, которые занимаются их продажей, привлекаются к административной ответственности. Здесь опять же вопрос в другом, о моральных, тех же воспитаниях, тех же продавцов, понимаете? Вот это же кто продает нашим детям? Это наши соседи, граждане нашего, опять же, города, да? Все они прекрасно знают, что продавать детям нельзя, но алчность всех губит, они продают это все. То же самое, что я говорил касаемо вот этих продаж рецептурных препаратов. Фармацевты знают, да, что их нельзя продавать без рецепта, но их продают. Запрещено, нельзя на законодательном уровне продавать. Но предусмотрена за это лишь административная ответственность на сегодняшний день. Уголовной ответственности за этого нет, если вас интересует. Этот вопрос вас интересует. Но уголовной ответственности за продажу сигарет несовершеннолетним нету. Законодатель за это определил административную ответственность. И в случае выявления подобных фактов привлекаются к административной ответственности эти недобросовестные продавцы. В случае повторности они лишаются лицензии. Спасибо за вопрос. Говорите, пожалуйста. Музыкальная школа. Приветствую всех присутствующих. Благодарность организаторам за встречу, спикерам за содержательную такую информацию, достаточно актуальную на сегодняшний день. У меня не столько вопрос, сколько, наверное, как вопрос предложения. Возможно ли управление образования совместно с компетентными органами представителей, которые сегодня выступали с каким-то докладом, с информацией, провести, может быть, какой-то круглый стол или что, и в форме меморандума заключить такое соглашение,
поскольку в каждой школе невозможно проводить вот подобные встречи, как вы сегодня провели с родителями, встречи непосредственно со школьниками, возможно, также в Zoom формате одновременно для всех школ, и чтобы это носило системный характер, и эту информацию адаптировать под восприятие этих несовершеннолетних, чтобы им было доступно и понятно. Знаете, как говорил Геббельс, знаете, дайте мне СМИ, и из любой нации я вам любую нацию превращу в свиней. Точно так же, то есть как СМИ нужно постоянно воздействовать на слух несовершеннолетних, на их знания какие-то, потому что они не в одном месте, а в другом месте будут набираться этих знаний. То есть они берут это с интернета, да, то есть раз в интернете в доступном формате, значит это хорошо, это значит правильно. То есть какая-то альтернативная, скажем, информация от уже специалистов, которые знают, насколько все это плохо. Уважаемый родитель, да. Спасибо большое за вопрос. Вообще такая работа проводится, в принципе она проводится. У нас есть уже совместный план мероприятий совместно с образованием. Мы эту работу проводим. Вот о чем вы говорите, такие же онлайн мероприятия проводятся и для учащихся. 1 раз, 2 раза в год. Я вот насколько знаю, я сам почему я говорю, потому что я принимаю в них участие. В основном они проводятся для учеников старших классов. Поэтому она в принципе идет. И мы всегда открыты для таких встреч. Опять же, теперь многое зависит от администрации самих школ. Куда нас приглашают школы, мы всегда стараемся прийти, провести вот эту консультативно-разъяснительную работу и среди учащихся, и с родителями, и с педагогами. Поэтому, в принципе, без проблем мы всегда открыты. Но такая работа проводится. Ну, вы знаете, вот пожелание такое, раз в 2 в год, это мизерное количество, поскольку наши дети ежедневно сидят в телефонах сотовых и, знаете, как ежедневно напитываются этим. То есть, хотя бы раз в месяц как-то, не надо там часами сидеть, да, 30-40 минут какой-то вот такой положительной информации, чтобы дети могли правильно воспринимать реальность вообще. Да, Было бы такое большое пожелание, потому что не сама цель, вот сегодняшняя встреча, чтобы она была вот проведена ради галочки, мы должны провести это мероприятие, мы его провели, а нужно же достигнуть цели. Цель достигается тогда, для чего было... Уважаемый родитель, спасибо за предложение. Для того, чтобы как-то решать эти вопросы и проблемы. Да? Родители тоже услышали, я так думаю, и будут по мере своих сил воздействовать. Уважаемый родитель, давайте соблюдать регламент, пожалуйста. Мы вас поняли. Спасибо большое за предложение. На сегодняшний день действительно имеется план мероприятий. Этот план мероприятий у нас пролонгируется ежегодно на каждый учебный год. В рамках плана мероприятий у нас проводятся разъяснительные мероприятия. Если есть предложения со стороны администрации, наши коллеги всегда готовы помочь. Спасибо. Есть еще вопросы, уважаемые родители? Есть вопросы. Можно? Так, пожалуйста, еще 2 вопроса и завершаем. Хорошо. 14-я школа. Здравствуйте, можно вопрос задать вам? 14-я школа, говорите. Она уже была. Я бы хотела узнать насчет синтетического препарата, то есть он продается в аптеке. А нельзя ли его как-то сделать, чтобы не продавали? Что это? А вы сами говорите, что наркотическое. Почему она же продается? Почему? Вы, видимо, невнимательно слушали мою лекцию. Я про трамадол уже рассказывал в своем выступлении. Трамадол – это аптечный препарат, который используется в медицине для купирования боли различных степеней и так далее. На сегодняшний день, к сожалению, он вызывает зависимость, и, к сожалению, недобросовестные фармацевты занимаются его реализацией без рецепта. Таких фармацевтов, опять же, мы выявляем, но на сегодняшний день за безрецептурный отпуск трамадола, лекарственных препаратов, предусмотрена лишь административная ответственность.
В случае выявления таких фактов аптеки, владельцы аптек привлекаются к административной ответственности. И наши предложения внесены в МВД. На сегодняшний день данное постановление рассматривается в правительстве. Если правительство его утвердит, то трамадол будет признан наркотическим средством, и за его реализацию и за его хранение будет наступать уголовная ответственность, как за наркотики. Вопрос. Спасибо. Последний вопрос. Теперь можно нам вопрос? 44-я школа. Добрый день. 44-я школа Мурагер, город Караганда. Так, слушаем. У меня вопрос к спикеру, который говорил по поводу полового созревания, да, какая работа проделывается вообще, вот, допустим, нам повезло, да, что у нас добросовестный куратор. Как в других школах проводите вы? Потому что я просто член комиссии, да, женской, и у нас ужасающие цифры по поводу абортов детей 13-14 лет. И это вопрос не только к руководству школы, это вопрос и к родителям. Потому что дети действительно сейчас проживают социальное сиротство. Вот, пожалуйста, какое мероприятие вы проводите по поводу полового созревания? Благодарю. Рахмет за вопрос. Так, слышно, да? Ага. Значит, судей мы, в принципе, не проводим мероприятия. Это надо заниматься родителями. В первую очередь родители. 14-13 лет, 15 лет это только зависит от родителей. Почему? Потому что есть психологи, и со стороны школы тоже не могут. Да, социальные педагоги работают, а тут в первую очередь только это вопрос родителям. Только родители должны... Я не согласна с вами, что только родители должны нести эту ответственность. Нет. Ранее мужчина сказал, что родители вынуждены работать 24/7. Да? Да. Работать 24/7, поэтому они не могут просто всецело погружаться в этот процесс. Поэтому убедительная просьба, чтобы мы это делали сообща. Я тоже родитель, многодетная мама, у меня 4 детей, и старшая дочь учится в школе Мурагер. И нам повезло с куратором, я еще раз повторюсь. Но в других школах какая проводится, какие-то лекции, может быть, вы будете проводить сообща. Потому что, понимаете, да, здравая женщина – это здравая нация. Если сейчас девчонки будут делать аборты в 13-14 лет, высокая вероятность того, что они не смогут потом иметь детей. А есть родители, которые заставляют делать аборты в таком возрасте. Это огромный пласт работы, который нужно решать, который нужно поднимать и всецело заниматься этим. Но треугольник – родитель, школа, ребенок. Благодарю. Я сама просто педагог, я работала и в школе, и в университете. Это огромный пласт работы, который нужно поднимать. Спасибо вам большое за... По данному вопросу у нас сотрудники полиции совместно с администрацией школы на постоянной основе проводят беседу с детьми, а также с родителями. С девочками отдельно, с мальчиками отдельно мы проводим. Естественно, на классных часах это все Психологи работают по данному Психологи вопросу. работают, в школах есть социальные педагоги. Данный вопрос не остается открытым, мы постоянно проводим беседу с детьми на все темы. Уважаемые родители, еще есть вопросы? Можно короткий? Да, у нас есть вопросы. Можно, пожалуйста, мы начнем? Кто? Вы озвучите? 44-я44-я школа, школа. пожалуйста. 44-я школа. У меня очень короткий вопрос. Тут вопросы уже задают. Сіздер жаңа айттыңыздар жыныстық қатынасқа ерте түседі балалар. Олар қайда түседі? Интернетте бәрі доступно ғой, мысалға порнофильмдердің бәрі доступно. 18 жас деп те сұрамайды қазір сіздерді. Одан еще оның ішінде барлығы анық етілген. Қазір менің танысымның бір ұлы бар дәшті, соған ата-анасы үйреткен жоқ қой, ол қазір Сұрағыңыз рахмет, түсінікті. Ауруы балада уже. Спикер жауап береді, сұрағыңызға рахмет. Естіліп тұр ма? Құрметті ата-ана, құрметті ата-ана. Егер Қазақстанда ол доступно, сіздер ата-анаға жетесіздер, бірақ ол интернет... Құрметті ата-ана, 44-ші мектеп.
Оны қайдан біледі ол? Интернетте бәрі доступно. Сұрағыңызға рахмет. Қазір сізге жауап береді. Құрметті ата-ана, тыңдасаңызшы. Сұрағыңызға рахмет. Естіліп тұр ма сізге? Мен тағы да айтам, бұл интернет жүйесін балаларды, қыз балаларды, ұл балаларды қадағалау тек қана ата-ананың құзыретінде. Сіздер жаңағы айтады ғой, ата-ана баласын дұрыстап қарап отырса, және де қазіргі интернет жүйесі бойынша телефонда бар, жаңағы приложение бар жағындай. Сондай өзі несі бар, баланың қайда кіргенін, қай сайтқа кіргенін, соны қарап отыратын айтады ғой, ата-аналық жаңағындай контроль дейді. Сол бар. Соны қоссаңыздар, сіздер балаларыңызды интернетке қайда кіргенін, қалай кіммен араласқанын көріп отырасыздар. Және мен мынау уақыт тығыз болғандықтан тағы да көп айтар едім жаңағындай. Ол жаңағы интернет бойынша жаңағы жыныстық қатынасты жаңағы соған итермелеу, интернетпен жаңағындай қыз балаларды үлкен ер азаматтар дәрігер болып танысып, басқаша танысып болып жаңағы сол азғындыққа апаратын бар. Оны мен жаңағы айтып өткен жоқпын. Сондықтан да бұны тек қана қадағалайтын ата-аналар, только родительский контроль. Именно родители могут только контролировать за детьми. Есть приложение в WhatsApp, в интернете, следить за за детьми. Родители могут, куда входил, куда, как вот, с кем общался, могут. Родители, есть приложение. Сейчас дети больше нас знают. В принципе, вот, как бы в интернетах, сотовым телефоном разбираются, но все равно есть пункты, которые можно пойти и установить вот этот, который следит за детьми. Есть, я просто, сейчас был регламент, есть статья 124 «Развращение малолетних». Есть через интернет люди, есть мошенники, они могут через интернет, есть больные люди, есть которые педофили, они занимаются этим. Таких тоже дел, немало дел. Поэтому это только родительский контроль, я так считаю, через интернет. Жауабыңызға көп рахмет. Құрметті ата-аналар, бүгінгі облыстық ата-аналар жиналысына уақыттарыңызды бөліп тыңдағандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Білім алып жүрген балаларымызға қатысты мазалап жүрген біраз сауалдарға жауап алды деген ойдамыз. Осындай жиналыстар дәстүрлі түрде өткізілуде. Өздеріңіз білесіздер, былтыр ғана үлкен облыстық ата-аналар форумын өткіздік, әкелер форумын өткіздік. Бұндай жұмыстар жиі жалғасын табатын болады. Балаларымыз аман есен болып, білімнің нәрін сусындап, ертең үлкен жетістіктерге жететін еліміздің үлгілі азаматтары болуға жазсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.